Всем привет! Мы с вами находимся в старом городе Якутска. Сегодня у нас 16 февраля. Иду в торговые ряды Кружала, ищу. Сегодня там выставка кузнецов, 10-я юбилейная выставка. Название забыл. Записал. Дархан Ус. Надеюсь, что сегодня я себе куплю якутский нож. Поставил себе цель. Так что вместе с вами сейчас будем искать, как его можно приобрести, не облапошит ли меня там, куплю ли я его дорого или дешево, или хороший. Ну, я готов потратиться, в принципе, если это будет хороший, достойный якутский нож. Так что посмотрим. Осталось найти, где это находится все. Найти оказалось несложно. Я хожу, спрашиваю, где ряды, вот они. Ну что ж, пойдем посмотрим, что тут мне предложит интересненького. Время еще есть, а то заработался. Думал, не успею. Сейчас уже час или второй час где-то. Это все у вас на продажу, даже, правильно я понимаю? Да? Это же рабочие все, да, наши? Рабочие дамасские стали. А, дамаск именно, да? Она чернеет, когда в воде? Да, может чернеть. Чернеет, да? Да, нержавейки тоже есть. Но не дамаск. А вот, чтобы не чернило, это нержавейку надо, да, взять? Нержавейка, Такие. И почем вот они, получается? 6 тысяч. А? 6 тысяч. 6 тысяч вот это, да? А дамасская? 10 тысяч. 10, да? Нужно из бычьего хвоста. Это вот, ну да, это хвост прям снимается, да, вот так вот делается. Без шва, без ничего. А, вот целиковый, да, такой получается? Прикольно. То есть получается, чтобы сталь ну, это нержавейка, да, но она послабее получается. Чем она от дамаска отличается? Ну, заточку хуже держит, да? Хуже, да, дамаск лучше, но он чернее, да, потому что высокоуглеродистая сталь. Больше 100 металла. Слоя на один рядок сделано. А, больше 100? Больше 100 металла. Ничего себе. Например, один сталь. А, здесь один просто, да? Да, один нержавеющий сталь. А тут уже больше 100. Ничего себе. А сталь какая тут? Это сталь никакая, просто под дамаск сделана с самим заводом. А, под дамаск, да? Да, под дамаск. Я сам углеродистую сталь берешь и слоишь. А, слоями, да? Слоями, видишь. И здесь видно. Ага. А, вот это все слои срезаны? Да, эти слои все. А. И сколько, почем они такие вот получается? По 12. А, 12 уже, да, это? Слой. Ага. А вот это тоже слоеный, да? Мне Это якутский. такой вот нравится. С руды. Сами руды добывают. С руды, да, получается? Плавим всякое. С этого. А он похуже по качеству, чем вот этот слоеный, да? Тоже слоеное. Здесь есть все слои с этого. А, также вот эта руда, да, слоеная? Да? Да. А вот это сколько? По 20. 20 аж, да? О. Есть. Это, например, вот легированный сталь, да? Это заводу сделали, это металл. А это самим собой руками. Сам кузнец, да, все это давал, да. Ну да, это другой труд, да, совсем? Это истинный якутский нож. Это подобие якутского ножа. Подобие. Если хочу настоящий якутский, то надо копить денежки, да? Спасибо. Ладно. Это вот такой тоже рабочий якутский инструмент. Такой. А вытащить можно его, да, отсюда посмотреть? Как? Ничего себе. А сколько стоит такое удовольствие? 15 тысяч? Нормально. Тяжеленький. Такой куколь. 12 МФ, да? Вот сталь 12 МФ. Ручка березовый кап стоит 7 тысяч. И ножны из бычьего хвоста.
Это можно по 5 тысяч, по 6 тысяч купить, в принципе. Не так дорого. Тоже с березового капа. Это уже для грубых работ. 8 тысяч такой. Прикольный лежит такой. Мощный такой, да. И он прям рубить нормально, да? Дерево можно, да, колоть там, вот. Такую штуку. Вообще прикольно. Можно даже за 3 взять такой вот. Вот, тоже такой небольшой. Это смотря для каких целей вы берете. Ну да. Даже свое назначение имеется. Эти вот ножи сделаны из рессоры от москвича. Обещает, что хорошее качество. 6 тысяч всего. Ну, нормально. Можно сделать на заказ. Вот такой будет стоить 12 тысяч, да, примерно? Кость. Всего 12 тысяч. 12, да, вот. Можно сделать гравировку на ручке, да, там, допустим. Гравировка на ручке нет. Нет, да? Только по металлу. А, ну по металлу, да, ну это потом отдельно. Вот из кость, это кость лося. Кость лося. Если мамонт, тогда 20 тысяч. А, ну да. Это рог лося, да? А? Рог или кость именно? Рог. Рог, да? А это вот из осетра. Это именно Да? шкура. Шкура осетра сделана, ножны. То есть такая вот классная штука. Так что я бы даже переплатил бы чуть-чуть и сделал бы такой вот класс вообще. Это уже продано на подарок. Такие вот трубки есть тоже. Из чего ручка сделана? Березовый кап и эпоксидная смола. А, смола бокситная, да? Вот. Березовый кап и бокситная смола вперемешку. Прикольно. Сколько такой стоит? Это 7, по-моему. 7, да? 7 тысяч. Да, такое разнообразие, что я даже не знаю, как тут можно определиться и что-то выбрать. Хочется выбрать особенный, самый лучший. В общем, снимать сложно, очень шумно. Не знаю, что там записалось. Я не смог нормально определиться. Была надежда, что я куплю все ножи, но там что-то такое разнообразие, что я думаю, что надо поглубже поизучать этот вопрос. А то куплю какую-нибудь, даже чуть побольше заплачу. А так цены, вот видели, там от 5 до 7 в среднем получается по ножам. Так что буду снимать дальше. Посмотрим, что там у меня с ножом получится в итоге. Что, на выставке ножа не нашел? Мне пришла в голову одна очень интересная идея. Я решил его сделать себе, грубо говоря, сам и заснять это все на видео. В общем, кто ищет, тот всегда найдет. Добрые люди помогли мне, связали меня с одним из организаторов выставки, которая прошла вот. И только что я с ним встречался в бизнес-центре. Соответственно, он очень заинтересовался этой идеей. И, в общем, есть один очень хороший мастер, пока я с ним не познакомился, который готов сделать мне будет нож на заказ, и я весь процесс засниму на видео. Так что смотрите дальше, познакомимся с мастером крутым. Да, добрые люди, это Вероника Высоких, я думаю, что многие ее местные знают. Она советник всеми уважаемой главы города Якутска. Вероника, спасибо большое. Познакомила меня с Василием Даниловым. Василий молодой предприниматель, он один из организаторов выставки, член организационного совета выставки Дархан Ус. Василий, тебе тоже большое спасибо за то, что проявил интерес, поддержал идею. Спасибо всем вообще, кто мне помогает, потому что без этого у меня бы ничего не было. Один я ничего бы не сделал сам. Так что, кто хочет погрузиться со мной в этот увлекательный мир кузнечного дела Якутии, да, я думаю, не только кузнечного дела, но и других ремесел, продолжайте смотреть, у меня уже много идей. Главное только начать, а там посмотрим. Будет очень интересно. Я уже чувствую, предвкушаю все это. Вот, всем пока, до новых встреч. Начинаем еще один новый цикл. Якутия ремесленная.